Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия. И сегодня делаем с вами обзор колоды. Очень давно ее хотела и вот приобрела. Но хотела приобрести вообще-то зарубежную колоду, да, родную. Зарубежная выпускает, по-моему, издательский дом Левелин. Но потом посмотрела отзывы, ну и решила попробовать взять все-таки издательство наше. Это колоду издает издательство Эксмо, лицензионное издательство. Создательница колоды Дебора Блейк, художник Элизабет Альба. Таро называется ежедневное таро ведьмы. Или ведьма каждый день, что-то такое. Идет эта колода в нашем издательстве вот в такой вот коробочке. Хорошая, плотная коробочка. Я думаю, жить будет долго. Тут вот для удобства еще и ленточка, чтобы колоду вынимать из коробки. Коробка у нас на магнитном замке. В колоде идет МБК. Вот такая книжечка, такого достаточно широкого формата. Хорошая бумага, такая достаточно плотная, описывает каждую карту, как обычно, немного предыстории об этой колоде, о создательнице, потом идет трактовка каждой карты, и, как обычно, в конце там парочка раскладиков. Кельтский крест у нас традиционный, там и еще небольшие расклады. Итак, о самой колоде. Вот такая рубашка. Тоже красивая, кошечки. Колода стандартного формата, но может быть чуть-чуть короче, нежели обычная колода Таро. Вот. Ламинированная, но хочу сказать сразу, лично мое мнение, мне не нравится ламинация такая, потому что карты друг к другу прилипают. Может быть, через время, через какое-то, когда с колодой буду плотно работать, эта ламинация как-то подсотрется и карты перестанут прилипать друг к другу. Когда тасуешь, все равно карты немного вот прилипают, и в общем не так удобно, как я привыкла. Из-за плотности самих карт, карты плотные, такие вот они гибкие, все яркое, краски яркие, название каждой карты на русском языке. Из-за плотности карты колода немного шире, чем обычная колода Таро. Чуть-чуть, видите, вот разницу. Если это кому-то нужно. Так, показываю сами карты. Колода очень красивая, я давно ее хотела. Тут она очень такая позитивная, все негативные карты украшены такой вот надеждой на то, что все плохое проходит. Нужно на все время. Итак, карта императрица. Карты уже лежат у меня не по порядку, потому что я сразу ей начала пользоваться, сразу стала смотреть, мантить, гадать, как говорят. Сразу, в общем, стала с ней работать. Колоду я приобрела буквально вот парочку дней назад. Приобрела ее в лабиринте. Итак, показываю вам каждую карту. Императрица. Тоже красивая, беременная императрица, рядышком кошечка, рядышком собачечка, такой сад, богатый плодами, да, все красиво, все как в классике. Колода по системе Райдера-Уэйта. 8 кубков. Но я буду просто кратко показывать, не буду уже много рассказывать о колоде. На ютубе много обзоров на эту колоду. И длинные есть обзоры, и короткие. Я просто вам показываю карты колоды, что есть у меня, и колоды, на которых мы со временем будем с вами производить расклады. И надеюсь, они вам понравятся. Колода мне, например, очень нравится. На каждой карте есть кошечка. Кошкам я неравнодушна. Вот. Так что смотрите, любуйтесь. Надеюсь, вам колода понравится так же, как и мне. Чуть-чуть задвину, то карту складывать на стол себе. Итак, это у нас император. Паж мечей.
Шестерка пентаклей. Ну да, классическая шестерка пентаклей. Девятка пентаклей. Ну вот прям показана прекрасная жизнь самодостаточной прекрасной дамы, у которой все в жизни сложилось так, как она хотела. И кошечка, да, на плечах, ближе поднесу. Прекрасная, красивая кошечка. Девятка кубков. Тоже такая эмоциональная карта, да, на берегу. Замки из песка строит. Кошечка, опять же. В общем, не буду сильно комментировать. Смотрите сами. Прекрасная, красивейшая колода. В скором времени мы ее на ней что-нибудь посмотрим. И, кстати, если кому-то интересно, можем посмотреть на ней, например, какая я ведьма, если у меня какой-то магический потенциал. Вот кто будет смотреть обзор, пишите комментарии. Я надеюсь, что подписчики моего канала и обзоры тоже смотрят, и вам будет интересно. И если будет такой запрос, то и посмотрим тоже кратенько. Разбавим как-то наши расклады на отношения. То хотелось бы что-то другое, но почему-то другие темы не так востребованы, как отношения. Пятерка мечей. Девятка жезлов. Везде, на каждой карте у нас изображены ведьмы и ведьмаки, маги, как удобно вам. Вот они, видите, прилипают, мне даже неудобно вам карты показывать, потому что они как прилипают, и я боюсь, что какую-то карту не покажу, потому что она прилипнет. Сила. Звезда. Дурак тут, шут. Четверка кубков. Король мечей. Рыцарь кубков. Если я быстро карты перелистываю, то поставьте видео на паузу, чтобы рассмотреть, потому что может кому-то быстро, может кому-то долго. В общем, не знаю даже, как удобнее для вас. Королева пентаклей. Такая, смотрите, да, тут и монетки у нее, и сад, опять же, полный плодов, да, и кошечка с котятами, то есть тоже. И здесь королева кубков, у нас кошечка, вот ее котята, и она беременна, то есть такая тоже эмоциональная, красивая у нас ведьмочка. Правосудие. Все надписи на книгах тоже на русском. Вот тут написано закон. Вот если вам видно, поднесу еще ближе. На тройке мечей там будет лежать, написано будет дневник. Но я вам покажу, до нее дойдем. Король кубков. Двойка жезлов. Король жезлов. Паж жезлов. Паж кубков. Творческая личность у нас маг, художник. И куда же без кошечки. Двойка мечей. Ведьма у нас метает ножи с закрытыми глазами, в принципе, как в классике, да, только в комнате. Тут у нас ворон и кошка. Четверка пентаклей тоже, да, по классике. Королева жезлов. Смотрите, какая красивая, прекрасная королева. Еще и на драконе. Ой, прям я от этой колоды, по крайней мере, от изображения в восторге. Посмотрим, как она будет работать. Но я думаю, работать она будет прекрасно. Жрица. Тут вообще, посмотрите, у нас и карты Таро, и руны на столе, и магический шар, какие-то магические памфлеты, скорее всего, да. И она вся в оберегах, в талисманах, кошечка. В общем, все прекрасно, все красиво. Иерофант. Вот тут иерофант тоже в этой колоде идет не по классике, но тоже такой красивый. Посмотрим, как она будет проигрываться. Семерочка кубков. Прилипли карты. Повешенный. Здесь она такое ощущение, что сама себя подвесила на цепи к метле, потому что ключ у нее в руках.
от замков. Восьмерка пентаклей. Тут прям какая-то зелье варит, работает, да, тоже по классике в принципе. Десятки, вот десятка кубков, десятка пентаклей, очень красивые, такие позитивные, семейные. Да, кубков тоже дойдем. Влюбленные. У нас тут, да, и влюбленная парочка, и влюбленные вот котики, кошечки. Вот кот и кошечка, в общем. Троечка, простите, солнце. Солнце. И одна из танцующих дам, тут даже, и смотрите, как интересно, ну вот одна, да, беременна, и здесь 3 ипостаси женщины. Девочка, женщина и старуха на карте солнца у нас. И 3 кошечки, скорее всего, таких же возрастов, как и хозяйки. Вот, десятка кубков, о чем я и говорила, тоже семья, полная чаша, гармония, любовь, достаток, в общем, все прекрасно. Эмоции, по крайней мере, здесь, да, внутри луна семьи, они прекрасные, любящие, понимающие, гармоничные. Ну, вот прям красивая карта. Дьявол, смотрите, какой у нас. Да, соблазняет тут пару подростков. И такое ощущение, что кошки их, да, их охраняют, как бы им пытаются сказать, что будьте осторожны. Шестерка кубков у нас по классике тоже. Семерка мечей. Отшельник. Мир. Восьмерка мечей. Восьмерка жезлов. Пятерка пентаклей. Луна. Королева мечей. Маг. Красивый, прекрасный маг. Шестерка мечей. Тоже, да, почти классика, только они не на лодке уплывают, а на метле улетают. Рыцарь пентаклей. Тройка мечей, вот как я и говорила, да, на кровати у нас изображена книга и написано над ней дневник. Рыцарь мечей. Суд. Суд, вот тут посмотрите, да, не как по классике, а сама ведьмочка, она идет, создает музыку, идет вперед. И достаточно позитивная карта, потому что она все-таки тут и бабочка, да, и она вся такая разрисованная, яркая. В общем, прекрасная, тоже красивая карта, позитивная. Двойка пентаклей. Карты-то позитивные, но я думаю, все равно они будут показывать прекрасно ту или иную ситуацию, и негатив тоже. Умеренность. Тройка пентаклей. Тройка жезлов. Колесо фортуны. Семерка пентаклей. Сейчас тут. Колесница. Тут у нее некий выбор. Видите, да, стрелки туда-сюда, колесница, и она как будто бы на перепутье, куда же ей двигаться. Но ведет мотоцикл, управляет им она сама. И кошечка черненькая. По классике у нас там 2, да, кошечки, а здесь 1. Туз пентаклей. Пятерочка кубков. Шестерка жезлов. Туз кубков.
семерка жезлов, девятка мечей, паж жезлов, десятка жезлов, король пентаклей. У него здесь не только кошечка, у него даже я кошечку-то и не вижу почему-то. У него тут собачка и бык, да, телец. Вот, десятка мечей, смотрите, в классике-то мечи пронзили, да, человека, мужчины, и он лежит и как будто бы уже умер. А вот здесь, смотрите, здесь все равно он живой и тянет, протягивает руку к метле, видимо, чтобы улететь. И вот тот человек, он убегает, который это сделал, который ее мечами, вот эту ведьмочку, пригвоздил к земле. Вот он убегает. Башня. Четверка мечей. И пятерка жезлов тоже, смотрите, красивая. Вот такая вот у нас колода. Надеюсь, что вам понравилось. Можете тоже писать комментарии, понравилось, не понравилось. Обсудим колоду. И если кому-то интересно, можно на ней тянуть карту дня. Например, на YouTube это неудобно, можно делать это в Инстаграме. Если есть запрос, пишите комментарии, будем тянуть, смотреть с вами, как будет вести себя колода, знакомиться с ней поближе, смотреть, как она себя проявит. И вот такой у нас был обзор. Надеюсь, вам колода понравилась, опять же, потому что мне она очень нравится. Я с вами прощаюсь. Это была Астарта Сантия. Всего вам самого хорошего, благополучия, удачи, здоровья, гармонии, любви, красоты, чудес, вдохновения. До встречи